Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Налоговые системы России и Абхазии выходят на новый уровень цифровизации. Контроль исполнения. Итоги координационного совещания правоохранительных органов республики. Как российские медики помогают пациентам на гемодиализе. Центр Шумакова в Абхазии. Как изменится курорт Пицунда после масштабной модернизации, когда строители сдадут первые объекты? Ответы в материале нашего корреспондента. Делегация Федеральной налоговой службы России во главе с руководителем Данилом Егоровым прибыла в Абхазию с рабочим визитом. В аэропорту делегацию встретили абхазские коллеги во главе с министром Эдгаром Бене. Далее делегацию принял президент Бадра Гунба. Все подробности у Гугуцы Вардания. Представители двух налоговых ведомств Абхазии и России в Сухумском аэропорту. Так началось утро четверга. Страна принимает делегацию российской ФНС. А далее важная встреча у президента. Глава государства отметил, что для Абхазии имеет особое значение взаимодействие между Федеральной налоговой службой России и Министерством по налогам и сборам Абхазии. И очень надеемся, что это взаимодействие будет только наращиваться. Благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказываете своим абхазским коллегам. Мы очень часто говорим о том, что Абхазии нужны прорывные собственные решения для пополнения доходной части бюджета. Как раз таки тот опыт, которым обладает Российская Федерация, может являться базовой частью этого прорывного решения. Мы знаем, что и налоговая служба Российской Федерации является одной из самых лучших, передовых в мире. Именно методика, инструментарий, применяемый в рамках вашей деятельности, дает наиболее эффективный результат для того, чтобы и бюджетная система была стабильной, и показатели экономики динамично росли. Конечно же, для нас очень важно, чтобы тот опыт, наработанный уже в Российской Федерации, применялся на территории Республики Абхазия. Мы всецело поддерживаем эти контакты и уверены в том, что это будет способствовать еще большему сближению и экономик наших стран, и подходов к решению тех сложных задач, которые и перед Российской Федерацией, перед Республикой Абхазия. Так что есть огромный пласт работы, где мы могли бы быть полезны друг другу. Совместные проекты, запланированные в начале года, реализуются в установленные сроки, сообщил глава Федеральной налоговой службы России Данил Егоров. В республике уже началась установка онлайн-касс, и это только первый этап, отметил он. Это очень серьезный такой, я бы даже сказал, вызов для наших команд, для того, чтобы его сделать и, с одной стороны, обеспечить справедливость налогообложения, а с другой стороны, сделать удобно, комфортно для налогоплательщиков, для того, чтобы вся система была запущена и работала четко. Более того, плюсы от этой системы кроются далеко не только в налоговых доходах, но и также в лучшем понимании экономики страны. Мы это уже увидели на своем опыте. И для нас, конечно, важно передать то, что мы уже знаем, но мы прекрасно видим, что коллеги адаптируют так, как считают необходимым этого реализацию у вас в стране. И это делает эту технологию еще лучше. И пройдет время, и мы уже будем учиться на вашем опыте. Соответственно, так как ваши технологии уже более адаптивные, более развитые, которые здесь применяются, чем то, когда мы уже лет 10 назад внедряли свою. Более того, на кассах проект не заканчивается, идет отдельный, также сложный проект. Это серьезная нагрузка на плечи службы, потому что коллеги реализуют сразу и кассовую технику, и систему автоматизированного контроля за налогом на добавленную стоимость.
Внедрение контрольно-кассовой техники – новый этап развития системы налогообложения, отметил премьер-министр страны Владимир Делба. Глава правительства назвал АСК НДС лучшей современной практикой и добавил, что ее необходимо полностью изучить и внедрить на всей территории республики. А система, которая предложена АСК НДС, мы об этом и в прошлый раз говорим, и часто об этом на рабочих совещаниях упоминаем. Это лучшая практика сегодня, которая, безусловно, должна быть полностью изучена и внедрена на территории республики. Мы рассчитываем на то, что после активного внедрения, как вы совершенно правильно подчеркнули, очень эластично мы к этому, очень внимательно мы к этому подходим, потому что полностью покрыть налогоплательщиков это невозможно будет. У нас есть свои особенности, свои виды деятельности, малый, средний бизнес, у нас несколько режимов налогообложения. И после того, как будут введены эти механизмы, мы получим, очень на это рассчитываем, получим эффект и по увеличению доходов налоговых в бюджетную систему, безусловно. Это одна сторона вопроса. И с другой стороны, как понимание экономики, конечно, начнется обеление ее как таковой. Вывод из тени тех оборотов, которые сегодня, откровенно говоря, наблюдаются. Министр по налогам и сборам Абхазии Эдгар Бения также подчеркнул важность совместной работы с российскими коллегами. Он поблагодарил руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова за высокую оценку деятельности коллектива министерства и отметил, что ведомство нацелено на максимально плодотворное сотрудничество. По его словам, принимаемые меры являются своевременными. Со своей стороны хочу сказать, что действительно очень своевременные решения принимаются в рамках реализации соглашения. И с одной стороны, которые должны обеспечить полный учет, естественно, оборотов налично-денежного обращения, контроля за налогом на добавленную стоимость. И также все это должно в конечном итоге привести на сокращение административной нагрузки на бизнес и, соответственно, упрощение процедур взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, направленные на прозрачность и на поощрение добросовестных налогоплательщиков и контроль там, где он необходим. Большое спасибо хочу сказать нашим коллегам из России, которые в рамках нашего взаимодействия порой выходят за, скажем так, рамки деловых бесед и взаимной поддержки, настолько тесно сотрудничаем, что сформировались уже добрые, дружеские и замечательные взаимоотношения. Итог. Делегация ФНС Российской Федерации в Сухуми. Совместные проекты идут по графику. В республике уже начали устанавливать онлайн-кассы, а внедрение АСК НДС объявлено приоритетом. Работа продолжается. Впереди ждет масштабная цифровизация налоговой системы и новые возможности для бизнеса. Гугут Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Во второй половине дня министр по налогам и сборам Эдгар Бения и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров посетили Рицинский реликтовый национальный парк, где установлен пилотный онлайн-кассовый аппарат. За процессом работы онлайн-кассы наблюдала и наша съемочная группа. Рицинский реликтовый национальный парк – одна из главных достопримечательностей Абхазии, ежегодно привлекающая сотни тысяч туристов. Поэтому он стал одним из первых участников пилотного проекта по внедрению онлайн-касс в республике. Сейчас мы увидим, как работает онлайн-касса на примере покупки билета в Рицинский реликтовый национальный парк. Итак, первый чек. Да. В истории страны. Так точно. Даниил Вячеславович. Спасибо большое. Конечно, на память. Все, теперь у нас останется. Произошло действительно историческое событие в развитии цифровизации и улучшения качества администрирования налоговой службы, и где первый чек, который был пробит по
онлайн контрольно-кассовой техники, как мы с вами могли наблюдать, в онлайн-режиме отражается в программном продукте Министерства по налогам и сборам. Это все стало возможным благодаря реализации соглашения, которое было подписано между Федеральной налоговой службой Российской Федерации и Министерством по налогам и сборам, в рамках которого реализовываются несколько направлений одновременно. Это внедрение онлайн-контрольно-кассовой техники, автоматизированного контроля налога на добавленную стоимость и другие направления. Считаем, что это важное направление, в котором огромное участие и огромную помощь оказывают коллеги из Российской Федерации. Я хочу поздравить коллег из налоговой службы Абхазии. Понятно, что со стороны кажется, что такого просто пробит чек, а вы понимаете, что эти данные, которые были просканированы, это данные уже попали в налоговую службу Абхазии и уже стали частью большого информационного поля, которое с сегодняшнего дня начнет наполняться. Я считаю, что эту историю, правда, трудно переоценить, потому что те технологии, которые можно на это построить, и упростить налоговое администрирование, и сделать более справедливым наполнение бюджета, и сделать понимание экономики более прозрачной, более понятным, на этом можно сделать огромное количество сервисов. Это начало точно непростого пути, но это точно того стоит. Поэтому я желаю коллегам успехов. Я прошу и отнестись налогоплательщиков с пониманием, даже если вдруг в каком-то месте что-то будет идти не совсем гладко. Надеемся, что все будет хорошо, но мы понимаем, как при любом внедрении бывает разное. И в итоге это для страны окупится сторицей, я в этом глубоко убежден. Поэтому только успехов, только вперед, и все увидят результаты этого неимоверного труда, который вроде бы как бы так никому не заметен, но поверьте мне, мы это проходили, это невероятно сложный путь для того, чтобы так легко всем просто выбивались чеки и все было прозрачно. За этим стоит тяжелая работа. Такие кассы еще где-нибудь внедрены в Абхазии? В рамках пилотного проекта будет участвовать около 310 налогоплательщиков. Кассы будут поставляться двух видов, то есть фискальные регистраторы для более крупных организаций, тех, у кого есть система учета. И для ИПшников малого бизнеса будут поставляться как раз-таки вот такие смарт-терминалы, которые мы можем наблюдать на КПП. А как они реагируют? Соглашаются ли устанавливать онлайн-кассы? На самом деле все реагируют положительно, никакого негативного эффекта нет, но есть некие опасения, конечно, в рамках таких локальных вопросов, которые присутствуют, да, там сбой интернета или же отключение света, но программное обеспечение разработано так, что касса может локально хранить данные до 72 часов, и после, когда появляется, будь то свет, будь то интернет, она отправляет данные в налоговую. До 164 выросло число погибших в результате землетрясения в Венесуэле. Больше 900 человек пострадали. В столице обрушились здания в ряде районов. Значительный ущерб зафиксирован в других штатах. А в стране введено чрезвычайное положение. Землетрясение стало сильнейшим за 126 лет. Магнитуда подземных толчков 7,5 баллов. Многие жители столицы были вынуждены покинуть дома и ночевать на улице. Подробности в материале корреспондента Арти из Каракаса. Очень важно отметить, что сегодняшнее землетрясение вызвало масштабные разрушения, которые вынудили венесуэльцев покинуть свои дома. Здесь, на площади в столице Венесуэлы, как раз мы можем увидеть часть людей, которые находятся здесь, поскольку были вынуждены прийти ночевать именно тут, так как последствия толчков еще могут нанести опасность в их домах. Мы видим огромное количество автомобилей, которые также убрали от зданий, которые находятся рядом с этим районом, из-за опасности. Также необходимо сказать, что в районе, который пострадал больше всех, подземные толчки достигли магнитуды в 7,5 баллов. В соцсетях огромное количество видео с последствиями катастрофы. Говорится, что, возможно, это одно из самых смертельных землетрясений в истории Венесуэлы. Есть места в Венесуэле, где катаклизм вызвал наибольшие повреждения. Одним из районов страны, который был поврежден больше всех, была Ла-Гуэйра. Оттуда приходили кадры, на которых были видны разрушения
целых зданий. Также важно отметить, что на фоне землетрясения, вызвавшего разрушения, венесуэльцы проявили солидарность. На месте работают волонтеры, которые приехали из разных мест, чтобы оказать помощь пострадавшим. Я физиотерапевт и медсестра. Я работала 3 года с травматологом, специализирующимся на травмах бедра и колена. Я здесь просто потому, что это то, что меня вдохновляет — спасать жизни и всегда вносить свой вклад, когда это возможно. Нам важно помогать друг другу, тем более в тех трудных обстоятельствах, которые мы сейчас переживаем. Я думаю, что самым логичным будет постоянно приходить сюда и помогать вносить свой вклад, приносить воду, вытаскивать людей вместе с моими товарищами, которые тоже приехали сюда. То есть мы все здесь готовы помочь этим людям, которые могут быть под завалами. Мы сами побывали в разных точках Каракаса, чтобы узнать у простых венесуэльцев, что они испытали. Мы разговаривали с людьми, которые жили в тех районах, оказавшихся в эпицентре землетрясения. Все разом рухнуло, все вещи упали на землю, стены начали трястись. Сначала был первый толчок, очень сильный. Все попадало, все вещи, зеркала. Внутри трещин не видела, но на стенах снаружи все было разбито, все было свалено, обломки падали сверху. Началось сильное землетрясение. Телефоны начали предупреждать о том, что произошло землетрясение. И это было очень страшно. Я думаю, что такого никогда не было. По крайней мере, среди моего поколения точно нет. Люди очень громко кричали. Люди в панике спускались из домов. Но я никогда не чувствовал такого сильного землетрясения, как это. Никогда. Из-за огромной мощности землетрясения и того, что нам пришлось пережить за последнюю ночь, наша съемочная группа не спала. Мы были наготове, потому что подземные толчки не прекращались всю ночь, то усиливаясь, то уменьшаясь. Бадрагунба направил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес в связи с трагическими последствиями землетрясения. С глубокой скорбью разделяем боль народа Венесуэлы. Прошу передать слова искреннего сочувствия семьям погибших, а пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления. В эти тяжелые дни народ Абхазии выражает солидарность с народом Венесуэлы, говорится в тексте. Бадрагунба пожелал народу мужества, стойкости и преодоления последствий этой трагедии. По имеющейся информации, разрушений и повреждений на территории посольства Республики Абхазия не зафиксировано. Дипломатическое представительство продолжает работу в штатном режиме, сообщили в МИДе республики. На данный момент сведения о пострадавших гражданах Республики Абхазия не поступало. Посольство поддерживает связь с компетентными органами Венесуэлы и продолжает мониторинг ситуации. Формальный подход к борьбе с коррупцией остался в прошлом. Теперь в приоритете реальные жесткие действия. На координационном совещании руководители правовых органов Абхазии заявили о полной поддержке оперативников, исследователей, раскрывающих коррупционные схемы на местах. С докладами по ключевым направлениям выступили начальник отдела СКБ Джамлет Зарандия, руководитель профильного отдела МВД Вадим Гигулаев, а также начальник управления Генпрокуратуры Зарина Саблирова. Подробнее в репортаже Ирены Богатели. Коррупция – это паразит, поражающий государственную систему и наносящий тяжелый удар по обществу и экономике страны. Сегодня этот вопрос официально признан прямой угрозой национальной безопасности и развитию Абхазии. Для решения проблемы было проведено масштабное координационное совещание руководителей правовых органов Абхазии. Главный итог встречи – правоохранительную систему страны ждет жесткая перезагрузка. Участники совещания признали, уровень раскрываемости таких преступлений на данный момент критически низкий. И говорить об этом необходимо открыто. Если проблему замалчивать, движения вперед не будет. Я понимаю, что, и мы все тоже знаем, что преступления экономически они очень сложно доказуемые, поэтому работа нужна такая слаженная всех ведомств и всех управлений. И непосредственно работа и Министерства внутренних дел, службы государственной безопасности, взаимодействие с прокуратурой тоже должна быть, потому что оперативная составляющая только у этих наших министерств и служб находится. Поэтому, конечно, взаимодействие и координация, и слаженность может привести к очень хорошим результатам.
Генеральный прокурор Абхазии Эдгур Агарба признал, что после волны уголовных дел прошлых лет в антикоррупционной работе наступило затишье. Специальная межведомственная группа, созданная в 2023 году, существовала лишь на бумаге и действовала формально. С этой практикой решено покончить. Он предупредил, теперь за провал антикоррупционных задач руководители отделов будут отвечать лично, вплоть до незамедлительных кадровых решений. Все недобросовестные чиновники будут наказаны, заявил Агарба. Все стремились, все хотели быть руководителями, они ими стали. Теперь от этих руководителей на местах я требую слаженной, эффективной работы. Всех ориентировали. Несколько совещаний уже провели в прокуратуре генеральной, отдельно со всеми управлениями. Дальше тоже такая работа будет продолжаться. Сейчас будет второе полугодие у нас. Мы будем туда вносить в план следующие мероприятия. Они будут точечными и конкретными. Вот основная наша задача и цель, чтобы впустую не работать. Каждый должен понимать, что воровать у своего государства из бюджета недопустимо. Это наша с вами прямая задача — пресекать такого рода действия со стороны должностных лиц. В центре особого внимания окажется сфера госзакупок, где планируется полностью заблокировать каналы для использования фирм-однодневок и проведения сомнительных финансовых операций. На встрече было подчеркнуто, что республике необходим единый национальный план по противодействию коррупции, которым будет предусмотрен комплекс мер всех органов государственной власти, направленных как на предупреждение, так и пресечение коррупции и ее последствий. Рабочую группу возглавляем мы, Генеральная прокуратура. В нее входит представитель и ревизоры УБЭП МВД Республики, Служба государственной безопасности, Таможенный комитет, представитель, и Миграционная служба, и Государственная служба охраны. Мы рабочую группу изначально выстроили на координации вообще этой деятельности и обсуждение перспективных планов, которые будут намечаться по каждому ведомству. Мы решили переформатировать эту работу и хотим, чтобы конкретно в этой группе обсуждались какие-то мероприятия совместные, которые могут впоследствии привести к скоординированной работе и проверочным конкретным мероприятий. Конкретные задачи по выработке жесткого механизма контроля уже внесены в проект итогового постановления и направлены всем участникам координационного совещания. Ирина Богателия, Милана Агарба, Заур Лиев, Абхазское телевидение. По приглашению Минздрава в Абхазию прибыли врачи из Центра трансплантологии имени Шумакова. Медики будут находиться в республике 2 дня. Возглавляет и делегацию главный внештатный специалист-трансплантолог Южного и Северокавказского федеральных округов Шамиль Галеев. Подробности в репортаже Миланы Агарба. В Абхазию прибыла делегация врачей-трансплантологов Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Минздрава России. Возглавляет ее руководитель филиала центра в городе Волжском, главный внештатный специалист-трансплантолог Южного и Северокавказского федеральных округов Шамиль Галеев. Российские медики встретились с главврачом республиканской больницы Эриком Хатхва. Затем стороны обсудили вопросы оказания специализированной медицинской помощи пациентам из Абхазии. Рабочая поездка наших коллег из Центра трансплантологии имени академика Шумакова визит их связан с тем, чтобы оценить наши возможности в плане диагностики, лечения пациентов с болезнями почек. Глава российской делегации, главный внештатный специалист-трансплантолог Южного и Северокавказского федеральных округов Шамиль Галеев отметил, что благодаря современным технологиям люди, нуждающиеся в гемодиализе, имеют шанс жить полноценной жизнью. Мы со своей стороны, МИД Шумакова – это не только российский, но, наверное, и мировой лидер по трансплантационной помощи. Это учреждение, в стенах которого в одном учреждении проводится наибольшее количество трансплантаций среди всех медицинских учреждений мира.
После встречи гости осмотрели отделение гемодиализа. Российские медики будут находиться в Абхазии 2 дня. За это время специалисты проведут обследование пациентов с почечной недостаточностью. Милана Агарба, Алхаз Псардия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В детской поликлинике Гудаутской ЦРБ открылась детская комната. Комната укомплектована по стандарту. Мебель, стол со стульями для занятий, игрушки, будет еще пеленальный столик. Одним словом, комната оборудована всем тем, что необходимо детям. Проект разработан с финалистами первого сезона конкурса «Команда Абхазии». Поддержку в реализации проекта оказали администрация Московской области и Народный фронт. Для детишек, которые пришли на открытие детской комнаты, был устроен настоящий праздник с участием аниматоров, а также им были розданы маленькие подарки. Здесь все продумано так, чтобы детям, маленьким пациентам было спокойно, чтобы они не боялись врачей. Это наша главная задумка, чтобы им было комфортно здесь, вместе с мамочками проводить время и ждать приема у врача. Я хотел бы добавить, что в дальнейшем мы планируем масштабировать этот проект и в других городах Абхазии. Подобные комнаты появятся. И со своей стороны мы хотели бы поблагодарить администрацию президента Республики Абхазия, правительство Московской области, наших коллег из Народного фронта, руководство Гудаутского района, руководство больницы. Как уже отмечалось, данный проект был направлен на то, чтобы создать такое пространство для детей, где они чувствовали себя в безопасности. Как известно всем, поход в больницу – это всегда небольшой стресс. И вот мы от себя хотели сделать что-то такое, чтобы им помогло это преодолеть. Те люди, которые непосредственно занимались этим, это наш подрядчик Ахрас Ангулия и Яна Пинчук. Эти 2 человека, которые не только быстро и качественно все сделали, они еще и действительно вложили в это душу, вот за что я хочу отдельно вот это отметить. Также хотелось бы сказать, что помимо мебели мы особое внимание уделили художественному оформлению стен. Оно выполнено из экологически чистых красок, они абсолютно безопасны для детей. Мы постарались изобразить героев советских и абхазских мультфильмов, для того, чтобы дети чувствовали себя, если не как и дома, то, по крайней мере, в дружественной атмосфере. Хотелось бы поблагодарить всех причастных к этому мероприятию. Красиво все сделали. Вот будет у нас такая детская комнатка. Это будет и заманчиво для родителей вообще, чтобы знали, что в поликлинику надо являться, с врачами надо дружить. Дети должны дружить с врачами, находиться под наблюдением. Это тоже такое подспорье для привлечения родителей с детьми в наше учреждение. Всем большое спасибо. От лица руководства Гудаутского района хочу выразить слова благодарности реализаторам данного проекта, а также главному врачу Гудаутского района Шамба Хаджирату Леварсовичу за оказанное содействие. 5 этажей корпуса Амзара курорта Пицунда сданы в эксплуатацию после капитального ремонта. Уже через несколько дней свои двери распахнет и отремонтированная прикурортная поликлиника. Министр туризма Астамур Улугу посетил объекты и ознакомился с качеством выполненных работ. В поездке его сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Аэлиты Рутюнян. В объединении пансионатов «Курорт Пицунда» отремонтировали 5 этажей корпуса Амзара. Работы велись в межсезонье на собственные средства курорта, привлеченные за счет предоплаты от туроператоров. По словам министра туризма Астамура Улугу, отремонтированные номера хорошего уровня и качества. 5 этажей – это всего лишь 80 номеров, 9 квадратных метров один номер, и там не было ни санузла, ни душевой. Это все было общим на одном этаже. И, к сожалению, есть еще такие корпуса у нас и этажи, где даже в таких условиях к нам приезжают люди. Но еще раз повторюсь, если мы, как министерство, говорим о сервисе, о повышении его уровня, конечно, те ведомственные, скажем так, отели и пансионаты, которые есть, они должны быть на совершенно другом уровне. В прошлом году отремонтировали 3 этажа. Таким образом, суммарно отремонтированных этажей 8. В корпусе Амзара еще 6 этажей нуждаются в ремонте. Также фасадные работы, крыши, лестничные марши. Астамур Улугу выразил надежду, что, несмотря на сложности, понемногу со всем удастся справиться. Курорт Пицунда, который в 2027 году отметит 60-летие, нуждается в масштабном обновлении и развитии, чтобы привлекать туристов круглый год, также соответствовать современным требованиям. При этом рассматривают
рассматриваются разные источники финансирования – от государственных программ до инвестиционных проектов. Мы собираемся переводить понемножку некоторые корпуса на санаторно-курортное обслуживание. Как раз вот именно Санкур, надо обратить внимание, в той же Пицунде есть пансионат Литфонд, есть Самшитовая роща, которые успешно показывают, как это направление развивается и работает круглый год. Поэтому мы должны стремиться именно к таким целям и задачам, но для того, чтобы все это реализовать, нужно, безусловно, привлечь большие средства. По словам Логуа, важно модернизировать инфраструктуру, улучшать уровень обслуживания и привлекать инвестиции при сохранении государственного контроля над ключевыми объектами. Только системное развитие и ориентация на современные стандарты позволит Абхазии укрепить позиции на туристическом рынке и обеспечить стабильный поток гостей вне зависимости от сезона. 1300 номеров, 2600 человек одновременно могут сегодня здесь жить. Вот когда это будет круглый год, тогда, поверьте мне, 12 месяцев не летние будут кафе закрываться, открываться или рестораны, а они будут работать круглый год. Мы должны к этому стремиться. Как рассказал его директора курорта Пицунда Павел Киртбая, в этом году строители полностью перепланировали номера. Из каждых 3 старых тесных комнат площадью 9 квадратных метров сделали 2 просторные. Вообще у нас 7 пансионатов, из них это 6-й пансионат, где мы проводим ремонт. Еще 6 этажей осталось в пансионате Амзара, и вот следующий пансионат Маяк, который нужно полностью сделать. Тогда мы будем более подготовленные, туристы будут более довольны, потому что номера у нас будут комфортные, удобные. Также во время выездной инспекции Астамру Логуа пообщался с туристами. Только Пицунду посещаете? Нет, все проехали практически. Отлично, хорошего отдыха. Министр также посетил поликлинику курорта, где идет ремонт. Проведены коммуникации, проводка, канализация и не только. Черновая работа по 1-му этажу готова. Ремонт производится по инвестсоглашению. Инвестор – гражданин Абхазии Даур Гадли. Подрядчик, инвестор, 10 июля уже мы сможем увидеть работающие кабинеты на 2-м этаже, где врачи будут принимать наших гостей, пациентов, горожан, любых тех, кто захочет обратиться в нашу поликлинику. Объекта остается курорт Пицунда, но у нас есть инвестиционное соглашение, в рамках него мы будем делить прибыль, и, безусловно, это будет санаторно-курортный объект. Уже мы будем позиционировать курорт Пицунда не как только место, куда можно приехать летом, но и в любое время года люди, приезжающие сюда, будут, соответственно, получать вот такие дополнительные услуги. На 2-м этаже уже есть действующие кабинеты. Работа здесь близится к завершению. Будет переформатирована и работа поликлиники. Посетить ее могут как гости, так и жители страны. Там будут оказывать 18 медуслуг. Айлита Арутюняна, Храмичева, Абхазское телевидение. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, в пятницу 26 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 24-29. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.